У тустахцев есть все основания полагать, что предприятие по добыче соли обеспечит население рабочими местами и начнет подпитывать местный бюджет. Добыча соли начата еще в 70-х годах, но и сегодня запасы в месторождении оцениваются в 6 миллионов тонн. Новый собственник карьера заверил, что процесс добычи будет запущен уже этим летом. Также вот мы посетили карьер, соляной карьер. Здесь у нового собственника есть большие планы. Это очень важно. Без соли, чтобы нормально вести животноводство, это невозможно. Такой карьер на территории в Сибири, это вообще в ближайших регионах такого карьера нету. Я думаю, есть возможность для развития собственника, да, развивая свою карьеру, он будет сам развиваться. Общая потребность республики в каменной соли оценивается в 6 тысяч тонн ежегодно. Лизуны из каменной соли – это не только жизненно важные минералы для скота. Раньше местные мастера из каменной соли делали сувенирную продукцию. Она также используется в терапевтических процедурах. Что уж говорить о спросе на поваренную соль. Во всем Сибирском федеральном округе нету иных соляных карьеров. Только в Туве, в Авюрском Кожуне, есть соляной карьер не только с белой солью, но и даже с красной солью. Единственное, что препятствует началу разработки карьера – погода. Дороги, соединяющие Авюр с другими кожунами, находятся в плачевном состоянии. Затяжные дожди ухудшили ситуацию, размыв их сразу в нескольких местах. В Рио главы Тувы Владислав Ховалык, проехавший Авюр на машине, на себе испытал состояние дорог и мостов Кожуна. Дороги в очень таком тяжелом состоянии. Сейчас мы видели после обильных дождей разливается река Таргалык, и таким образом разбиваются дороги, образуются целые реки, так сказать, да, которые повреждают основные дороги, то соединяют села. Авюр – очередной пример хорошего, но пока еще не освоенного полностью промышленного потенциала республики. Его развитие, наравне с сельским хозяйством и животноводством, являются ключевыми для экономического развития региона. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Мирана Эрги, Тува 24.